Научный журнал Nature опубликовал статью, где пишется, что европейские ученые установили эпицентр чумы, которая в XIV веке забрала десятки миллионов жизней. Ученые пришли к выводу, что первая вспышка произошла на территории Кыргызстана, в Иссык-Кульской области. Академик нашей страны опроверг данную информацию. По его словам, эти данные недействительны. Эти исследования провели антропологи и предположительно сказали, что в верхнечелюстной системе, в костной системе они определили какие-то признаки палочки чумы. Не может быть такого, во-первых, обычно таких людей еще во времена Авиценны, 13, 15, 16 века, уже люди понимали, что таких людей надо или сжигать, или хоронить в отдельных могильниках, и, соответственно, должна быть охранная зона. Как они могли получить туда доступ, как они могли быть определить, это, в общем-то, вопрос. На сегодняшний день в 4 регионах страны есть противочумные очаги. Эта система направлена на выявление природных очагов чумы и проведение своевременных профилактических и противоэпидемических мероприятий для защиты людей. У нас есть природно-очаговая территория на территории Иссык-Кульской области, но это далеко, высоко в горах, и это совсем не относится к нашей жемчужине, к озеру Иссык-Куль. Вот. В Нарынской, Верхненарынский у нас природный очаг, в Волжской области, в Чоңалайском районе, в Таласе потенциальные какие-то очаги, которые могут вызвать осложнения. Поэтому создана специально вот эта республиканская служба, Центр карантинных особо опасных инфекций с его 4 противочумными отделениями. В стране эпизоотическая ситуация находится под наблюдением. Контролируется циркуляция сурков, мелких грызунов и других организмов, которые являются главными переносчиками чумы. Имеются мобильные лаборатории и современное оборудование для диагностики. Проводить мониторинг, отслеживать ситуацию в этих зонах, где есть резервуары инфекции, где могут возникнуть какие-то осложнения. На сегодня мы эти задачи стараемся выполнить на современном уровне, по требованиям международных каких-то стандартов. Есть у нас и мобильные комплексы, мобильные лаборатории, поступает и современное лабораторное оборудование. Интенсивно мы сотрудничаем с научными центрами Российской Федерации и других стран для того, чтобы содержать свою службу на хорошем уровне. Отметим, чума в свое время унесла жизни десятков миллионов человек в Европе, Азии и Африке. Несмотря на проводившиеся многочисленные исследования, ученым до сих пор не удавалось установить, где именно был ее эпицентр. Альбина Айбекова, Чингис Турайбекулу, ЛТР, Бишкек.